Алхамдулиллахи Раббил Алямин. Вассалату вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин. Набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджма'ин. Аллахумма аллимна ма янфa'уна. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья, сегодня я хотел бы поговорить о такой теме, как исправление чужих ошибок. Так или иначе, мы с вами сталкиваемся с тем, что, может быть, мы сами, может быть, наше окружение, наша семья, наши дети, наши близкие могут допускать какие-либо ошибки, и зачастую мы реагируем на это неадекватно. Зачастую мы реагируем на это не так, как следовало бы реагировать. И очень часто бывает так, что вместо того, чтобы исправить человека и остановить то состояние, то положение, тот поступок, который совершил тот человек, который совершил ошибку, мы наоборот еще больше втаптываем его в грязь, еще больше делаем ему хуже, да? И вместо того, чтобы, как говорится, кинуть ему спасательный круг и вызволить его из воды, мы наоборот все больше и больше топим его. И поэтому сегодня хотел бы вам рассказать несколько хадисов, в которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, применяет различные способы, когда исправляет людей. И нужно сказать, что люди сами по себе, они созданы таковыми, что они ошибаются. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю бани Адама хатта, ва хайраль хаттаина ат-таввабун». Все сыновья Адама, все дети Адама, они так или иначе допускают ошибки, ошибаются. И не просто посланник Аллаха говорит «хатиун», то есть в арабском языке есть слово «хати», допустивший ошибку, и «хатта», это называется уже степень превосходства, когда одно и то же дело человек делает часто. И посланник Аллаха говорит «хаттаин», «хаттаун», то есть вот это вот слово, каждый из сынов Адама ошибается часто, допускает часто ошибки, может спотыкаться не раз, и не два, и не три. И лучшие среди ошибающихся это те, которые каются. И таким образом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам, что люди не ангелы. И мы, в первую очередь, по отношению к самим себе, а затем и к окружающим нас людям, да, должны уметь исправлять эти самые ошибки и делать так, чтобы человек, мы сами или окружающие нас люди, больше не впадали в эту ошибку. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обладал наилучшим нравом, и он был пророком милосердия, набийюр рахма, и Аллах Тааля про него сказал: «Вама арсальнака илля рахматан лиль алямин», мы не спаслали тебя только лишь милостью для миров. И однажды к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один молодой человек. Как мы понимаем, молодой человек, гормоны кипят, силы много, девать некуда. И он говорит пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Разреши мне делать зина». И тогда люди, которые сидели рядом с пророком, начали его ругать. Начали кричать, ругаться, да, и показывать свое порицание. Однако посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: «Подойди поближе, сядь ко мне поближе». И затем, когда он подошел, он сказал: «Ты желал бы, чтобы это сделали с твоей матерью?» Он говорит: «Нет». Затем пророк говорит: «А ты желал бы, вот ты же не желаешь, чтобы это было с твоей матерью?» Также и другие люди не желают, чтобы это дело совершали с их матерями. Ты желал бы это же самое для своей дочери? И тот парень говорит: «Конечно же нет». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: и вот точно так же и остальные люди не желают этого для своих дочерей. И затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повторял этот вопрос в отношении матерей, в отношении дочерей, в отношении сестер, в отношении тети, да, то есть сестер отцов или матерей. И каждый раз этот человек, он говорил: «Нет, естественно, не желаю». И после этого
посланник Аллаха, саллаллаху алейхи положил свою руку на грудь этому молодому парню и сказал: «О Аллах, прости его грехи, очисти его сердце и защити его от зина». И этот парень, когда встал после всего этого и ушел с этого маджлиса от пророка, саллаллаху алейхи, он говорит: самое желаемое действие, когда я пришел к пророку, для меня было зина. А теперь же самым ненавистным действием для меня стало как раз таки вот это вот действие, вот это вот зина. И таким образом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, на такой, казалось бы, вопиющий вопрос. Ну вы просто вот представьте, да, к вам пришел человек и говорит: ну, можно? Или там с девушками гулять там и так далее. И вы представляете, если бы это еще сказал бы человек, который молится с нами, который постится там и так далее, какова бы была бы наша реакция? Аузубилля, как ты смеешь? Как ты вообще можешь такие вещи задавать, такие вопросы? Как ты вообще там это, да? То есть мы бы начали бы предъявлять ему нашу претензию, наше порицание, да? Мы бы начали ругаться, кричать, может быть даже и леща бы дали, наверное, да? Там еще как-нибудь там его попытались бы вразумить. Однако посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, проявил наилучший пример. И он не просто с ним поговорил, не просто ему логически объяснил, что это скверно, что это мерзость. Он еще после этого и дуа сделал. Дуа за этого молодого человека, чтобы Аллах Тааля защитил его от пути шайтана. И таким образом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, наоборот, вызволил этого человека из озера, из водоема, да, когда он тонул, да, не стал его топить, не стал его там ругать там и так далее, а применил самый эффективный метод, который подходит как раз таки для вот этого вот исправления. Вот. А у нас иногда наша реакция: намного меньшие ошибки мы решаем более кардинальными способами. Намного меньшие, чем зина. Зина — это большой грех. Это смертельный грех. И зина может быть причиной того, что даже верующий, совершающий намаз, постящийся, может оказаться в аду. И мы, в свою очередь, да, наша реакция намного больше бывает даже в ошибках других людей, ошибка которых намного меньше, чем зина. И, естественно, жизнеописание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оно переполнено подобными историями. Потому что сподвижники, да, которые жили вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, они тоже были сыновьями Адама. Как говорил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они тоже дети Адама и тоже ошибались. И поэтому это были такие же люди, такое же общество. Однако, когда они ошибались, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, исправлял их наилучшим образом, они были первыми людьми, которые возвращались к истине и оставляли грехи. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, за 23 года своего пророчества, за 23 года посланничества, он сумел воспитать такое общество, которое в своих побуждениях, в своих действиях служило примером и будет служить для всей остальной уммы. И вот смотрите, другой пример. Однажды пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один человек и сказал: «О посланник Аллаха, я, находясь на окраине Медины, совершил мерзость с одной женщиной. Однако, говорит, до зина дело не дошло. Но это все меня очень сильно корежит, очень сильно мне, получается, я потерял свое спокойствие, что мне делать? И выведи мне свое постановление, скажи мне свое решение, что мне сейчас делать, как мне очиститься». И вот это вот как раз таки показывает, да, что даже если шайтану удалось на мгновение, на маленькое время сделать наущение человеку, они тут же понимали, что это мерзость. Они тут же понимали, что это скверно, и хотели побыстрее очиститься. И вот таких вот примеров, когда люди приходили к пророку и говорили: «О посланник Аллаха, очисти меня», было много. Было много. И вот, к сожалению, опять-таки разница между нами и между сподвижниками, что, к сожалению, у нас люди сами себя убаюкивают, сами себя успокаивают. Что говорят? Аллах прощающий, Аллах милосердный.
я еще сделаю тауба, только вот сейчас вот чуть-чуть. Только вот сейчас вот немножко, да, день, два, неделя, месяц, год, да, а потом сделаю тауба и заживу уже другой жизнью. И уже исправлюсь, выйду на новый уровень веры во Всевышнего Аллаха, уже оставлю грехи там и так далее. И подобным образом они просто сами себя убаюкивают. И вот это вот убаюкивание, это как раз-таки путь шайтана. Почему? Потому что шайтан обещает человеку, он его окрыляет всевозможными мечтами. Вот сейчас вот покуражься, вот сейчас вот как бы отдохни, а потом нормально все будет. А потом покаешься там и так далее. Но как раз таки заблуждение находится в том, что человек, который подобным образом убаюкивает себя, он не представляет себе, что возможно, его жизнь окажется короче, чем он планировал. Обольщаясь этими грехами, он все больше и больше будет погрязать в этих грехах. И он думает, вот я сейчас сделаю этот грех, потом сделаю тауба, а потом нормально. Но нет, потому что грех за собой тянет другой грех. И, как правило, более тяжкий. И люди, которые вышли в неверие, то есть вышли из веры, да, и которые полностью, стали сродни шайтану, иблису, они не начинали сразу же прямо с таких тяжких действий. Шаг за шагом, шажок за шажком, маленькими вот этими вот расстояниями они шли к этому. И поэтому вот жизненная практика это показывает нам, да, что те люди, которые, опустились прямо, как говорится, на самое дно, да, они не сразу к этому пришли, они потихоньку. Началось все с малых грехов, малые грехи считали за какую-то ерунду, считали за нечто такое, мелкое, да, тауба истигфар сделаю, и нормально. И таким образом все раз за разом все больше и больше погружались. И как это сообщается от Аиши, если не ошибаюсь, да, матери правоверных, она говорила то, что малые грехи приводят к большим. А большие грехи это предвестники неверия. Баридуль куфр, она говорит. Предвестник, то есть он уже маячит, он уже в колокол бьет. Вот уже скоро вот неверие следует за этими действиями. И поэтому сподвижники приходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорили, что мне делать, как мне очиститься. Продолжение этой истории, он пришел и сказал, да, до зина не дошло, но я совершил мерзость. И после этого Умар ибн аль-Хаттаб, который сидел рядом с пророком, он говорит, Аллах же тебя уже скрыл. Ты зачем вот сейчас вот это все поднимаешь? Зачем ты все это перед людьми, свою ошибку, свой проступок рассказываешь? И начал его порицать. Почему ты выводишь это на обсуждение? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не ответил. Сидел и молчал. И ждал, пока Аллах Тааля не спошлет ему аяты относительно этого обстоятельства, этого события. И через некоторое время посланник Аллаха подозвал этого человека и сказал, иди сюда, и начал ему читать аяты из Корана, которые были ниспосланы относительно этого события. Это сура Худ, 114 аят. Аллах Тааля сказал, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Совершай молитву, совершай намаз в начале дня и в конце дня, а также в некоторые часы ночи. То есть не оставляй намаз в начале дня, в конце дня и ночью в некоторое время. И поистине благие деяния скрывают или же стирают грехи. Благие деяния стирают грехи, и это будет напоминанием для тех, которые поминают. И таким образом этот человек, он понял, что это про него аят ниспослан, и Аллах Тааля говорит, совершение благих дел, это стирет твой грех. Да? Он сказал, о посланник Аллаха, эти аяты, они ниспосланы конкретно про меня, или же эти аяты подходят для всего человечества, для всех людей? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ему ответил, что нет, эти аяты подходят для всех. Для каждого из числа рабов Всевышнего Аллаха, для каждого из уммы Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому вывод из этих аятов мы делаем такой, что если человек ошибается, если человек споткнулся, если человек повелся на поводу у шайтана, да, и совершил скверну, мерзость, грех,
причем любой большой грех или маленький, пусть он сразу же после этого старается совершать как можно больше благих дел. И в первую очередь, естественно, это намазы. Это 5 наших намазов, фарз намазов, и пусть в них он будет более усердным. И тогда, инша Аллах, Аллах Тааля стерет эти грехи. Поэтому, вот если собрать воедино все аяты, которые говорят про ошибки людей, это в первую очередь тауба. Это в первую очередь каяться перед Всевышним, тауба, истигфар, а затем стараться загладить это совершением благих дел. И таким образом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, указал этому человеку благой истинный путь избавления. Не ругал, не обзывал его, не втаптывал его в грязь, да? Старался ему дать выход из этой ситуации. И поэтому вот напоследок скажу, у нас время уже вышло, да? Напоследок скажу, вот много ученых дают совет всем из нас, да, каждому из тех, кто призывает к Аллаху, кто призывает к истине, кто призывает к поклонению Всевышнему Аллаха, они говорят: будьте не теми, которые заталкивают людей в ад, но будьте теми, которые вызволяют из ада в рай. И поэтому пусть Аллах Тааля поможет всем нам, пусть Аллах Тааля укрепит нашу веру, и пусть Аллах Тааля отдалит нас от козней шайтана, а также поможет нам быть ключами к добру для всех тех наших близких людей, которые оступились, которые ошиблись. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.